Авангард-стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард-стиль, когда выбор очевиден. Добрый день, дорогие наши телезрители. Мы сегодня находимся в Чехии, в столице Прага, возле моста Карловый мост. Сегодняшний наш гость, наша соотечественница Гуля, которая занимается здесь и работает в сфере деятельности туризма, а также является гидом. Смотрите нас, будет интересно. Саламатсыз бы? Қандайсыз? Жақсы бы? Қандай тұрасыздар? Менің атым Дорон. Взаимно. Бүгін шығармашыл топ Пирамида телеканалы Атайын Қырғызстандан келіп, сізден маек алғаны келдік. Рахмат. Мен ойлаймын, бүгінгі күніңіз игілікті, жана жемішті болады. Обязательно, мен очень ойлаймын. Гуля Калединова родилась в 1968 году в городе Токмок в семье милиционера и библиотекаря. В 1985 году закончила школу и поступила в Кыргызский национальный университет имени Джусупа Баласагына на экономический факультет. В 2006 году перебралась в Чехию по рабочей визе. По приезду в Прагу работала горничной в отеле, а вечерами изучала чешский, записавшись на специальный курс. Через полгода устроилась в чешско-российскую фирму, ориентированную на аренде автомобилей для туристов. Таким образом попала в большой мир туризма. В 2019-м начала специализироваться на Средней Азии. Будучи занятой в данной сфере, побывала с чешской группой в Туркмении, Узбекистане и Кыргызстане. Действующий. Сейчас можете одним глазком заглянуть, потому что он закрыт для туристов. Только вот входная часть, где вот могут посмотреть, и она закрывается. Этот храм знаменателен еще и тем, что в 17 столетии здесь привезли на хранение мощи самого святого Норберта. Поэтому и здесь еще находится орган, на котором играл сам Моцарт. Тоже очень... Внутри, да? Да, внутри очень славится. Одним из условий для того, чтобы поставили дом, барак, техническим условием это было вот это вот построение этого напятника. Напятник, он охранял боковые стены, фасады домов от разрушения, потому что улицы были очень узкие, были 3 метра всего лишь шириной улицы, и вот когда две повозки встречались, обязательно, чтобы вот это не нарушить, вот здесь это вот царапалось. Да, это царапалось, задевал. И чем больше здесь вот таких вот извилин, тем означает... Больше людей. Да, больше людей было, более популярная улица была, популярная крепость, замок был. А сейчас есть монахи? Они здесь живут. На них можно посмотреть? Они не выходят, они или здесь, или там, или там ресторан. Себя не показывают? Вообще не показывают. Они монашеских одежд? Они вот белая ряса. Мужчины отдельно, женщины? Женщины, то это монашеский, мужской орден. Мужской орден. А есть еще женский? Женский только один единственный, это орден крестоносцев. Ну, тоже есть здесь в Праге, да? Тоже есть, да. У нас проект о наших соотечественниках, которые находятся за границей. Вот, она называется «Мечта». То есть у каждого человека есть мечта. Кто-то добивается своей мечты в Америке, кто-то еще в других странах. Вот. Я хотел бы задать такой вопрос. Вот вы, когда приехали сюда, как получилось так, что вы оказались именно в Чехии, Праге? И судьба как вас привело? Из чего начинали? Тем более ваша профессия очень такая интересная. Гид, международник. Вот. Расскажите об этом. Хорошо. Ну вот сегодня как раз-таки 10 декабря. Я сегодня 16 лет назад прилетела в Чехию. Так получилось, что у меня всегда была мечта жить за границей, посмотреть за границей. И вот туристическая фирма мне предложила путевку. Чехия, Прага. Я согласилась, приехала вот, и не пожалела. Мне очень крупно повезло. Я здесь счастлива. Мне нравится практически все. Климат мне очень нравится, потому что он теплый, умеренный, как раз вот для женщин подходит очень хорошо. Кухня, конечно, она очень сытная.
калорийная. Ну, тоже кое-что можно выбрать для себя. Ну, расскажите о своей работе. Вот интересно, да, вот мне быть гидом-международником. И как вы стали вообще? Изучали ли там историю? Или, ну, как говорится, что заканчивали, да? И что нужно быть гидом-международником? Ну, как и все наши кыргызстанцы, которые приезжают сюда, пока выучат язык, они начинают работу далеко такие, которые не хотят делать. Начинала я горничной здесь в отеле, пока выучила язык. Ну, а когда уже выучила язык, то уже устроилась на чешско-русскую фирму. Там работала немного. Но потом уже поняла, что нужно что-то другое делать, потому что доченька собралась ехать за границу, то есть в другое совсем государство. Вот. И у меня подруга говорит: Гуля, любишь общаться с людьми, такая общительная, не хочешь поменять свою профессию, уйти из этой фирмы, и пойдем вместе попробуем. И меня это заинтересовало, мы пришли с ней на курсы экскурсоводов, прошли успешно этот курс, сдали государственный экзамен, зарегистрировали нас, и началась вот моя туристическая деятельность. Есть определенные, например, стандарты сертификата, да? Да. Вот. Или что нужно делать и какие экзаменационные эти сдавать надо? Вот, Все это у нас идет Министерство регионального развития. Там у нас отделение туризм, Стомни-Рух называется. Вот. Есть специальные люди, куда приходите и говорите: вот я хочу зарегистрироваться, и это не просто так, нужно обязательно прийти с рекомендацией от какой-то фирмы, где вы проходили эти курсы. Мало того, что вы сдадите экзамены у этой фирмы, там получите лицензию, то есть получите карточку, сертификат какой-то. И для того, чтобы достать это уже на чешском, получить лицензию официальную государственную, вам придется зарегистрироваться в этом Министерстве регионального развития. И там тоже дополнительно еще сдаются экзамены. Экзамены, да? Перед нами Чернинский дворец. Это самый импозантный, самый монументальный дворец Праги. В Праге более 55 дворцов, вот из них он самый такой монументальный, потому что владелец этого дворца, он был очень амбициозный, был императорским послом в Венеции, пригласил итальянских мастеров и хотел, он был очень богатый, он хотел построить себе дворец, чтобы он был длиннее и выше, чем королевский. На короля стал претендовать. Вот. И он этого добился. Этот дворец 150 метров в длину, и вот он, кажется, что он выше королевского, потому что он находится на холме. Королевский чуть ниже, мы сейчас вниз будем спускаться. Вот. Когда пригласил его на новоселье, как говорят у нас на новоселье, Ян Чернин короля, король пришел, он увидел, что дворец намного лучше, намного богаче, разозлился, не показал виду, сказал: не очень как-то так. Ян Чернин взял это за чистую монету и сказал: если это не очень, тогда я в этом дворце жить не буду, развернулся и уехал в Вену. У каждого города должна была быть своя главная площадь, и на этой главной площади обязательно должно было быть здание, где сидит орган самоуправления, ратуша. Вот, когда они получают статус города, обязательно выбирают самое красивое здание на этой площади и там располагаются. Вот, градчаны, вот это вот здание, вот как раз у них было ратушей. В этом здании сидели органы самоуправления, люди, которые могли прийти, пожаловаться. Да? Местные. Сейчас это жилой дом. Пражский локоть, он вот так вот идет, получается 59 сантиметров. Я не знаю, какие там были эти мужчины большие, 59 сантиметров. Вот он приходил и говорил: вот смотрите, если вдруг продавец не домерил, они тут же стучали, заходили и говорили: меня этот продавец обманул. И как вы думаете, как его наказывали, этого нерадивого продавца? Ваше мнение. Дан платил больше или камчой били, что делать? Камчой били, вы молодец. Вот видите, какой вы действительно лояльный, да? Обычно мои туристы все говорят: отрубали руку, отрубали палец. Нет, на самом деле сажали в клетку, поливали водой, и он потом мокрый бежал по городу. И все на него показывали пальцем и кричали: подводник. С чешского подводник это означает мошенник. Это вот самый большой позор. Если же он не удерживался и второй раз обманывал своих покупателей, тогда уже действительно было сильное наказание. Всю его семью вместе с ним выгоняли в лес, где он действительно потом погибал. Вот такие вот суровые законы.
иконы были. Ну-ка, давайте я сейчас Так, попробую. Давайте. Щеку. Это киргизский Смотри. локоть. Ну. Кеткен, кичине қалады екен мұны? Да. Көрдің бе? Это, как вы думаете, какие Раз, предметы? 2, 3, 4, 5, 6, 7 7. скульптуры, да. Физика, биология, это искусство, да? Да, искусство. Вот это меч с этим, это Почти большинство Больше. этих предметов вы отгадали, да. Это Да? была арифметика, Да. геометрия, да, была астрономия, была, музыка обязательно Да, была, культура. была грамматика, изучение латинского языка, была диалектика и риторика, умение говорить. Пражский град – это ядро столицы Чехии, не только столицы Чехии, но и всей Чехии территории. Здесь в Средневековье сидели чешские князья, потом чешские короли, потом сейчас уже сидят президенты. Это самая большая президентская резиденция в мире. А здесь сидит президент? Да. Почетный двор мы уже прошли. А это где он второй. сидит? Сейчас скажу, это вот уже второй двор, Львиный двор называется. Вот правое крыло. Вот в этом здании находятся все помещения, административные помещения резиденции президента. Вот это вот правое крыло. Там вот прямо над крышей висит флаг президента. И если этот флаг поднят, то значит президент находится в Чехии. Если он спущен, то он за границей. Как мотивировать молодежь и что они должны делать или думать, или в будущем стараться делать, чтобы стать успешными? Ну, молодежи, чтобы стать успешными, для мотивации, что я могу сказать? Сейчас у нас молодежь, она очень такая продвинутая. Они, если честно, они больше знают, чем мы знали в их время, в их возрасте. Они намного развиты в смысле информации. Поэтому самое главное, мне кажется, они должны навести порядок в голове. Знать, вот поставить какую-то цель и идти за этой целью. И знать, что все мечты сбываются. Вот в это надо всегда верить. И при этом, когда они идут к своей цели, чтобы они оставались всегда порядочными, уважающими старших, также уважающих младших, чтобы всегда оставались хорошими, порядочными людьми. Река Волтава переводится со старогерманского языка как «дикая река». И эта дикая река доказала свою дикость, действительно свою бурность тем, что в 2002 году было наводнение в Праге, и уровень воды поднялся вот на этот уровень. Вот видите, написано 2002 год, уровень воды. Это мой супруг Иржи. Меня зовут Иржи. Доромбек, очень приятно. Очень Сегодня наша беседа будет, наверное, очень интересной, как говорится, полезной. И наши телезрители от этой передачи получат для себя все полезное. Хорошо, я надеюсь, у нас тоже будет полезно. Пойдемте, проходите. Идемте. Спасибо. Да-да! Ух ты! Это вот все варенье. База целая, да? Да, это вот, Да. это вот все варенье из Сами да, из делаете? ежи. Из огорода? Да, это все из нашего Вот ваш сада. огород. Мы все это выращиваем сами, и это все готовит супруг сам под моим чутким руководством. Да. Вот, а самое главное, то, что умеет у меня супруг, закручивает огурцы, тоже сам. Все это делает он сам. Ну, под моим чутким руководством и при моей помощи, конечно. Кто будет мыть огурцы? Да. Вот это вот все наше Вау. Классно. Вот, он делает кетчуп, вот это вот все кетчуп, тоже все делает супруг. Помидоры половина с нашего сада, с нашего огорода, половина купленные у хозяйки, у женщины, которая проверена годами, у нее покупаем. Все экологически чистое. Это у нас называется зал, это мы в зале. Наша елочка уже приготовлена, Рождество уже скоро у нас будет, подарочки тоже уже готовы. Вот.
Моя любимая комната, потому что здесь по-киргизски лежит ковер. Один ковер. Один ковер на весь дом, да. Вот сказать, рабочий уголок, в котором он чувствует себя очень комфортно, уютно, потому что окружают его карты. Карта Европы, карта мира. Очень любит путешествовать, очень интеллигентный, образованный, умный. Поэтому все, на какой бы вопрос ему ни задала, всегда у него есть ответ. Поэтому мне не нужно заглядывать никакую Википедию, ни какие-нибудь гуглы искать. Ответы всегда здесь. Это вот уже мой рабочий кабинет, это мое царство-государство. Здесь вот иногда мне хочется посидеть, полежать, отдохнуть, потому что женщина очень часто устает, когда она слишком много читает, вот, или разговаривает по телефону с девочками. Дальше мой рабочий стол. Здесь вот люблю смотреть на солнышко, на наш сад, когда днем светит солнце. Вот это вот мои любимые папки, в которых аккуратненько тоже по-чешски, по-европейски все разложено, все расписано. Отдельная папка документы, фотографии дочери, мои, родственников, мое хобби. Ну, в общем, это вот мое вся. Кстати, я хотела похвастаться, если можно. Я попросила мою племянницу, она очень хорошо рисует. Нарисовать, я ее попросила, говорю, вот когда ты меня представляешь, какой ты меня представляешь, нарисуй, когда вспоминаешь свою тетю. Вот она нарисовала вот такое чудо. Да, она сказала, тетя, в моем представлении это вы. Любимая моя комната, царство мое, государство мое, где фантазия разыгрывается, все хочется приготовить. Но чувствую здесь себя хорошо, комфортно. Вот. Наша передача называется «Наши соотечественники, которые находятся за границей». Я бы хотел такой вопрос задать. Вот, как вы познакомились? Как создали семью? И сколько лет вместе? Вместе мы 11 лет. Мы познакомились в одном доме, потому что Гуля хотела пронаймут. Да, пронаять это в чешском языке, взять в аренду квартиру для своих подруг. Да. Но аренду она не сделала, но мы познакомились. И сейчас мы супруги 11 лет. 11 лет. 11 лет, да. Очень хорошо, классно. Вы, наверное, конечно, как были в Кыргызстане, побывали, увидели наш край. Что вам понравилось? Что вам на самом деле удивило в Кыргызстане? Мне понравилась природа, потому что для меня красивый был Иссык-Куль, Тянь-Шань, Солное озеро. Это был красивый эксперимент для меня. Какие ценности у людей вы цените, да? Какие человеческие качества? Человеческие качества – ответственность. Ответственность должна быть на первом месте. Ответственность за свою жизнь. Как планирует человек свою жизнь, какие цели ставит, что он запланировал и что он должен сделать для себя, для детей, для родственников. Это вот ответственность – брать свою жизнь в личные руки. Ответственность от мужчины, потому что если он собрался жениться, у него ответственность за эту женщину, за детей, которые у них появятся. Это вот потом порядочность, честность. Ну и самое такое, мне кажется, это у большинства женщин верность. Должна быть верность, да. Женщина должна доверять мужчине. Вот это вот... Это у меня есть, я очень счастливая женщина. Вам какие ценности в жизни у людей? Я могу сказать одно отношение. Джашо рахат горин каменен. Очень прекрасно. Это вот его ценность. У меня в Кыргызстане очень много родственников, очень много друзей, хороших друзей. Я люблю вас, скучаю по вам очень. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, вам всем. Хочу пожелать, чтобы вы хотя бы на короткое время остановились, перестали суетиться, вспомнили о том, что жизнь коротка, и посвятить ее хотя бы чуть-чуть себе, своим детям, остановиться. И чтобы у вас было побольше впечатлений, хороших впечатлений, чтобы вы сказали, да, я прожила счастливую жизнь. Вот очень вам всем этого желаю. Я вас люблю, целую. Спасибо, что
вы дали согласие участия в нашей передаче. Мы благодарим вас, что вы согласились, пригласили нас, поучаствовали в нашей передаче. И от нашей компании, от телеканала «Пирамида», от YouTube-канала Door Life Media есть небольшие подарки. Ах ты, боже мой, Примите от спасибо нас. большое. Это вот Какая прелесть. специально я привез вам Ой, какая прелесть. сумочку. Спасибо вам Вспоминая наш большое. Кыргызстан. Кыргызский взор. Да, Спасибо. узор носите. Ой, какая И прелесть. эти сладости от нашей партнер компании «Авангард Стиль». Спасибо вам Пожалуйста. большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогой. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо Очень большое вам. приятно. Спасибо. Спасибо.